Когда начинаешь думать о том, что ждет нас через 100 лет, то, конечно же, в первую очередь в голову начинают приходить такие мысли, как какие-то картины из фильмов футуристических, которые популярны, да, сейчас. Люди на машинах, которые летают, всякие современные технологии, телепорт. В общем, все, что связано с каким-то цифровым большим технологическим прорывом. Но на самом деле, в первую очередь, когда мы говорим о будущем, изменения коснутся самого человека, потому что человек будет создавать эти технологии, и человек должен поменяться кардинально. Я не могу сказать точно, что будет, да? Я могу просто пофантазировать. А если проанализировать, то мне надо оттолкнуться, наверное, от своего личного опыта. Я могу сказать, какой Якутия была в 90-е годы, 30 лет назад, и какая Якутия сейчас. И это же просто небо и земля, это колоссальный рывок вперед. И это всего лишь 30 лет. Давайте вспомним себя. Мы жили, мне кажется, мы даже больше выживали, мы думали только о себе, о своем личном пространстве. Сейчас человек, который живет в Якутии, он думает об окружающем пространстве. Вот давайте посмотрим по сторонам и увидим, насколько у нас меняется жизнь. Большое спасибо Центру компетенций «Лето». У нас действительно улучшается городское пространство, не только в городе Якутске, это касается и Покровска, других арктических районов нашей республики. Это здорово. То есть человек перестал думать только о своем жилище, он думает в целом, он думает, как бы хорошо отдохнуть, провести время. И не просто пойти, такое потребительское отношение, человек думает, как улучшить, то есть много инициатив исходит от нас самих, от простых граждан. И это здорово, то есть вот это вот развитие личностное, оно идет вперед. Поэтому через 100 лет, мне кажется, наша республика должна преобразиться. То есть это будет касаться не только города Якутска, тех транспортных узлов, где у нас сейчас завязано, где есть аэропорты, где есть дорога. В принципе, инфраструктура улучшится, и жизнь каждого человека тоже вырастет. То, что касается окружающей среды, это тоже же очень важно. Если бы мне в 90-е годы сказали, что я буду сортировать мусор, я бы, наверное, посмеялась в ответ. А сейчас у нас нет мусороперерабатывающего завода. То есть нас не призывает государство сортировать мусор. Мы это делаем из своей инициативы, потому что мы понимаем, что будущее нашей планеты, оно в наших руках. И это же здорово. Это просто, на самом деле, я очень надеюсь, что мы вот те проблемы, которые по незнанию, по неопытности сейчас имеем с окружающим миром, в перспективе мы решим. Это, конечно же, глобальное потепление, да, это таяние вечной мерзлоты. Это очень сложный и больной вопрос для нас, не только, в принципе, якутян, а вообще для всех жителей планеты. И мы это понимаем, потому что процесс уже необратим. Но мне хочется верить, что все-таки наши ученые, они найдут какой-то способ исправить эту ошибку. Потому что это наша общая земля, и мы должны думать о том, что же ждет наших детей, их детей. В общем, продолжая эту цепочку. Мне хочется в это верить. И давайте посмотрим, у нас есть лаборатория Ксенос. Ребята продают боксы с жуками, с личинками, которые поедают пластик. И мне кажется, этого нет еще нигде в мире, а у нас в Якутии уже это есть. То есть наш уровень доходит до такой степени, что мы думаем о том, как вот без мусороперерабатывающего завода решить эту проблему. Это здорово. Вообще, в принципе, если говорить об образовании будущего, я не думаю, что будут какие-то точные сроки, 5 лет. Наверное, у каждого человека есть свои способности, и я думаю, что система образования станет более гибкой, и каждый человек будет учиться столько времени, сколько ему потребуется. Кому-то нужен на это месяц, кому-то 2 месяца, кому-то, может быть, и 5 лет, но я думаю, что 5 лет точно учиться не будут. Все будет сокращено, жизнь будет быстрее, темп будет быстрый. То, что касается журналистики, мне почему-то кажется, что это будет как театр сегодня. То есть, она, конечно, не умрет. Людям всегда интересно авторское мнение. Но так как каждый из людей сможет транслировать новости, да, ты вот видишь и ты передаешь. Если ты этого не увидел, то ты как будто этого и не было, да? Поэтому каждый человек сможет показывать, что происходит в его окружении, а вот за авторским мнением, конечно, мы будем обращаться к людям, к специалистам.
Будут ли они на это учиться? Наверное, да, все-таки нужны какие-то знания, нужно обязательно изучать исторический процесс, как это происходило. Поэтому, мне кажется, журналистика это будет что-то такое прекрасное из сферы искусства, как театр. Люди будут, возможно, покупать газеты за большие деньги, чтобы насладиться, чтобы почувствовать себя как 200-300 лет назад за чашкой чая или кофе. Ну, мне видится это так. Вообще, тема телевидения очень интересна, потому что даже сейчас, когда мы говорим «я не смотрю телевизор», мы маленечко разграничиваем, вот идет вот это вот разграничение. Телевидение для нас — это программы, да, которые идут в прямом эфире, которые мы не имеем возможности, допустим, перемотать, поставить на паузу, да, в которых идет реклама, которую мы тоже не имеем возможности перемотать, как, допустим, на YouTube вообще отключить, если есть платная подписка. Но телевидение, оно трансформируется. Поэтому сейчас Ростелеком предоставляет возможность посмотреть в записи, посмотреть в любое удобное время. Мы вообще можем через Smart TV включить интернет и через телевизор, либо просто телевизор подключить к планшету или телефону и смотреть на YouTube любимые программы, которые идут точно такого же качества, хорошо сделанные, как и на телевидении. То есть вот эта вот трансформация качественного контента, который мы можем найти в сети, она трансформирует и телевидение, наше понимание об этом. Телевидение сегодня — это не только то, что показывают в прямом эфире Первого и Второго канала. Телевидение — это все, что мы можем посмотреть на телевизоре, наверное. Но мне так кажется, поэтому умрет ли оно через 100 лет? Наверное, нет, потому что экраны, это же удобно смотреть с большого экрана, это останется. Люди будут также в каких-то компаниях создавать контент большой, крупный, продавать его. Ну вот YouTube тоже можно назвать своеобразным ТВ-каналом большим, да, который продает контент, который производят люди разные, абсолютно на нашей планете. Поэтому телевидение не умрет, наоборот, визуальный контент, он будет идти вперед, он и сейчас намного популярнее чтения. Люди привыкли делать что-то и смотреть, чтобы оно как дополнительная реальность, вот что-то им транслировало, да. Люди не любят вникать, к сожалению, сейчас. Я надеюсь, что через 100 лет это исправится, и мы станем более разумными в этом плане и будем больше уделять внимание чтению и пониманию. Но вот это вот клиповое мышление, оно сейчас как бы доминирует. Поэтому я думаю, что телевидение точно не умрет. Это будет, оно просто перейдет в некую другую форму. Мы будем смотреть. Визуальный контент, он очень популярен. Будут ли вообще блогеры в будущем? Просто мне кажется, через 100 лет каждый человек на планете, это будет отдельная личность, которая будет иметь возможность транслировать то, что она думает, видит, понимает. Мы будем видеть, что делают другие люди, то, что они хотят нам показать. Как бы, если сейчас есть вот это вот разграничение блогерское, да, кто-то, допустим, не имеет социальных сетей, то в перспективе, мне кажется, это будет как иметь паспорт просто. У каждого будет свой цифровой след. Без этого, ну, просто невозможно. И поэтому блогерство как профессия, она умрет, потому что это будет естественно. У каждого должна быть своя социальная сеть, каждый транслирует то, что думает. Вообще все уйдет в глобальную сеть. Если сейчас у нас нет возможности, да, по всей Якутии из любой точки прямо выйти в сеть, чтобы была стопроцентная связь, то в перспективе, конечно же, мы сможем это делать где угодно, под водой, в воздухе, в тайге, в тундре, неважно где, в Северном Ледовитом океане, и связь будет великолепной, и мы сможем проводить вот эти вот трансляции, рассказывать. И у людей уйдет вот эта вот потребность ехать туда, в центр, скажем, там, нашей страны, в Москву, или в другие города центральные, или в город Якутск. Вот этого уйдет, и жизнь, она станет прекрасна в любой точке нашей республики. И люди будут больше, наверное, жить на лоне природы, и имея доступ при этом ко всем благам цивилизации. Вот это, наверное, это звучит здорово сейчас для меня. Мне хочется, чтобы через 100 лет это было тоже здорово для них, чтобы это не приелось, это не было какой-то обыденностью, а вот наоборот люди это ценили. Вообще, в принципе, если говорить о человеке будущего, это человек-экран. Это человек, который потребляет экраны постоянно. Он будет
всегда с какими-то гаджетами. Наверное, даже когда уже родится, я не знаю, придумают какие-то внедренные гаджеты, которые будут внутри нас. И люди такого поколения, они же будут другого мышления. Сейчас мы не можем проанализировать, хорошо это или плохо, потому что наши дети, они уже рождаются, и они уже пытаются, смотря, допустим, в окно автомобиля, увеличить или наоборот уменьшить. Они еще не совсем понимают, да, вот это вот, но они настолько легко входят в этот технологический процесс, как они осваивают эту технику. То есть то, что надо сейчас 50-летнему человеку осознать, использование мобильного телефона, то, что нам раньше потребовались недели, да, месяцы кому-то, то сейчас они это делают буквально за пару часов, они уже понимают, куда надо нажать, что, как, чтобы получить. И этот процесс будет увеличиваться, то есть это абсолютно другое мышление у людей будет, это будут меняться уже внутри нас какие-то генетические изменения. Я надеюсь, что вот потребление это, оно тоже будет в разумной мере, и мы сможем понять, как этим правильно управлять. Наш мозг, он не изучен, не знаю, на 90% он не изучен. И я думаю, мы будем постигать самих себя за эти 100 лет и придем, конечно же, к лучшим версиям. Я верю в то, что люди будущего, люди Якутии, это люди, которые будут свободными, будут прогрессивными, будут умными и думающими об окружающем мире, думающими о себе. То есть я думаю, что это, конечно же, лучшие версии нас. Я думаю, что люди через 100 лет, они в любом случае будут лучшей версией нас, они будут свободными, прогрессивными, умными, талантливыми. Но самое главное, я желаю им, чтобы они не потеряли человечности, чтобы они помнили свое прошлое, свою историю и, конечно же, проводили больше времени не перед гаджетами, а с семьей, со своими близкими.